За плечами съемочной команды «Я Удмуртия» 96 достопримечательностей краеведческого квеста «Даур». Итоги конкурса подведут 4 ноября. А мы решили вспомнить, как проходило наше путешествие. Мы увидели самые красивые места и природные заповедники республики, продегустировали сотни перепечей и табаней. Как радушно встретили нас в гостеприимном музее-заповеднике Лударвай. А в одном из самых живописных мест республики, на горе Байгуреш, нам показали древние обряды удмуртов. Байгурежлен утишес, бажишкишко тыныдмон, адями. Мы попробовали воду из 7 источников. Ох, освежает! Обняли волшебные деревья в Воткинске в музее-усадьбе Петра Чайковского, в Ершовской Дубраве, что на левом берегу Камы, реликтовую сосну в селе Зура, которая порядка 360 лет. В Завьяловском районе загадали желание мудрой ели и у Аббатской пещеры в Кизнерском районе. Своей уникальностью поражает сосна около деревни Большой Кияек. Среди местных жителей бытует легенда о том, что в 1920 году это одиноко стоящее дерево пытались срубить, чтобы оно не мешало вспахивать поле, но топоры лесорубов сломались о его крону. С тех пор дерево никто не трогает. Нам удалось увидеть нулевой километр Сибирского тракта и познакомиться с главной достопримечательностью Киевского района. Из истоков реки Камы можно испить не только воды, но и одновременно постоять на 2 берегах великой реки. Побывать на месте съемок фильма «Тень Алангасара», которая находится рядом с деревней Мувыр. Эта площадка привлекла съемочную группу одинокой елью, стоявшей посередине пруда. Спустя год после съемок фильма пруд таинственным образом исчез и появился здесь вновь лишь несколько лет назад. В историко-культурном парке Дандыдор на съемочную группу напали загадочные существа. Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, пожаловали к вам. Добро, мали со злом! С добром. Добро, тогда, добро пожаловать! Насыщенными и радостными были моменты, проведенные с животными. Олени откликались на лешки-лешки и мгновенно съедали все предложенное лакомство. Чтобы они вас не объели, нужно каждый раз уворачиваться, а то они съедят весь корм, который предназначается всем. Но есть вероятность, что оленям такая игра не понравится, и они захотят вас остановить. Ай, он меня укусил! Вниманием и лаской не обделили собак разных пород. В то время как козы воровали угощения прямо со стола, барашки бегали за оператором, а альпака радовался гостям в своем вольере. С высоты птичьего полета перед нами открылись невиданные красоты горы Байгуреш, золотые берега реки Камы, водопады в Чимашу-Ручинском каньоне, пешеходный Пумсинский мост. Даже удалось поймать грозу. И потрогать невидимый исток реки Валы. На первый взгляд кажется, что воды в источнике нет, но если приложить руку, видно, что источник живет. На машине мы преодолели расстояние, равное экватору Плутона. Пешком по лесам, горам и полям прошли около 20 километров. Все точки нам удалось обойти за 20 дней. Это было удивительное путешествие. Мы смогли познакомиться поближе с культурой, самобытностью и колоритом народов Удмуртии.